Он может отстрелить, как у нас называют, шамана. Мне старики Эвенки рассказывали, что дикушу вообще они не трогают. Современная молодежь об этом не знает. Про эту птицу писал такое: где появляется человек, не становится дикушей. Во-первых, я бы хотел рассказать про наших оседлых видов птиц, про семейство тетеревинных. Они относятся к отряду курообразные. У нас их 7 видов. Это 2 вида глухаря, каменный обыкновенный, 2 вида куропаток, белый и тундряной, тетерев и дикуша. Во-первых, они интересуют нас из-за того, что они в наших условиях зимуют, оседлые виды. Здесь для некоторых видов предел ареала. Например, дикуша у нас обитает только в южной части Якутии, в районе Нерингри, Алдана. Раньше территория ее была намного больше. Она встречалась в Усьмайском районе, в Алекме. Но, к сожалению, со временем численность ее падает. Она занесена у нас в Красную книгу Республики России, ну и в международном списке красном она находится. Этот вид был описан известным натуралистом Миндендорфом. Он его встретил в отрогах станового хребта и подумал сперва, что это канадский вид дикуши, а впоследствии выяснилось, что это другой совсем вид. В этой же экспедиции Миндендорф нашел впервые каменного глухаря. Для науки он описал его именно как каменный, потому что тоже был встречен в отрогах станового хребта. Считалось, что это птица обитатель гор, поэтому и название такое каменный глухарь. Обыкновенный глухарь у нас распространен на юго-западе Якутии, в Вильнинском районе, в Алекме, ну и в Ленском. Тетерев у нас распространен по среднетаежной подзоне нашей тайги, и граница ее не переходит через Верхоянский хребет. Бывают залеты иногда, но это случайные залеты. Ну а остальные виды, такие как рябчик и куропатки, широко распространенные виды. Правда, тундряная куропатка в основном встречается у нас в приморской тундре и по альпийскому поясу гор наших. Из самых многочисленных видов у нас это белая куропатка. Численность ее подвержена колебаниям. Например, в отдельные годы в пределах по всей Якутии, если брать 400-500 тысяч
а в отдельные годы численность может достигать до 2 и более миллионов. Все это зависит от цикличности. Вот. Например, мы изучали динамику численности в центральном верхоянии. Там у нас получается 12 лет. Кстати, надо сказать, что 12 лет определена цикличность и у зайца-беляка. У них там асинхронная цикличность такая. Белая куропатка не всегда белая. Она у нас только в зимний период белая. Весной самец окрашивается белый, такой каштановый, каштановая голова красивая такая, да. Потом полностью становится серыми. Вот. 4 наряда практически у них. Осенние тоже есть. Так что это связано с маскировкой, естественно. Вот, адаптация такая. А остальные виды, кроме этих, конечно, не линяют, но цвет не меняют. Отмечается, когда численность зайца высокая, численность куропатки снижается. Когда численность зайца снижается, наоборот, куропатки становится больше. В Колымской тундре был установлен 10-летний цикл. Это у нас магаданские орнитологи работали. Андреев Александр Владимирович был такой, да. А в западе Якутии там цикличность не очень выраженная, но примерно где-то 5-7 лет. То поднимается, то снижается. Надо сказать, что основной запас куропаток белых – это в тундре и лесотундре. 80% численности находится именно там. А остальное – это таежная часть, где численность тоже колебается, но не так выражена, как в тундровой зоне. Из довольно многочисленных у нас, конечно, рябчик. Это в среднем где-то от 500 до 800 тысяч бывает в Якутии по всей. Но в этом году, например, в центральной Якутии отмечено снижение численности. А так в остальные годы довольно стабильная численность была. В чем определяется такое снижение численности? Во-первых, очень длинная холодная зима была. Наверное, по WhatsApp и тому подобное вы видели, что отмечались гибель рябчиков в центральной части Якутии, в Шантарском районе. И некоторые экземпляры, которые были найдены погибшими, были предоставлены для экспертизы нам. И оказалось, что в основном они погибали из-за того, что не находили камешки. Камешки – это гастролиты, которые переломывают веточный корм, основной корм, который у них в зимний период. Вот. Возможно, с тетеревом, к сожалению, погибших не находили, но
такая ситуация была. Но Тетерев мог и перекочевать в более южные районы. С каменным глухарем ситуация в этом году довольно стабильная. Вот. Но хотелось бы отметить то, что последние годы у нас разрешается охота весенняя на глухарей, на самцов. Это дань моды, наверное, европейской, потому что там другой вид, во-первых. Это обыкновенный глухарь, который подпускает человека, который не слышит. Вот. Насчет глухоты, конечно, интересный вопрос. Дело в том, что когда токует каменный глухарь, то при этом у них не закрываются специальные там перепонки. А у обыкновенного при таковании, так называемый, есть трескание такое, да, непрерывное, закрываются определенные клапаны, которые закрывают ухо, и, естественно, птица не может слышать. А у каменного глухаря такого нет. И численность ее на таку, конечно, от количества охотников зависит. Вот. Бывает, что полностью ток тоже нарушается, таковище разрушается, но с каменным глухарем ситуация вообще другая. Во-первых, этот вид хорошо слышит и улетает издалека. Но бывает так, что человек заранее в центр таковища попадает, он может отстрелить самого, как у нас называется, шамана, который является организатором тока. Если убить шамана, то ток полностью разрушается, и взрослые особи просто не прилетают. Прилетает только молодежь иногда. Вот. И получается, во-первых, плохой генетический отбор, во-вторых, самки не всегда спариваются с молодыми самцами. Поэтому, по нашему мнению, охота весенняя на каменного глухаря должна быть запрещена. Это эндемик Дальнего Востока. Вот она только у нас в Дальнем Востоке находится. Основная часть, основной ареал вида – это Якутия. Вот так. Она встречается в Камчатке, конечно, встречается более западнее Якутии, но основной очаг – это Якутия. Дальше. Хотелось бы остановиться на дикуше. Дикуша – это вид, который совершенно не боится человека. Удивительная птица. Вот. Человек может подойти, если вспомнить книгу Арсеньева «По Уссурийской тайге», там описан такой случай. Арсеньев увидел каких-то птиц, похожих на рябчика,
хотел стрелять. Дерсы ему сказал: стреляй не надо, так возьми. Взял котелок, разжег, набрал воду, разжег костер, на палку подготовил петли, взял 2 штук, снял просто, пошел дикуш этих, и вот они поели, да. Вот такая она птица. Вот. Люди просто некоторые путают ее с рябчиком. Молодые птенцы этой птицы очень схожи с рябчиком, вот, и поэтому, причем очень не боятся человека, подпускают близко, и можно стрелять сколько угодно. Мы делали эксперимент, стреляли вверх рядом с этой птицей, никакой эмоции. Стреляли в ветку, на которой она сидела, она просто немножко перелетала на другую ветку. Вот так. И численность ее снижается с каждым годом. Мы в 2004-2005 годах проводили августовские так называемые осенние учеты. И по нашим подсчетам получилось где-то порядка 8000 у нас в Якутии. Но в последние годы учеты вообще не проводились. Просто проводили опросы в тех местах, где они были, сейчас их практически не становится. Классик нашей орнитологии Рааль Леонидович Потапов про эту птицу писал такое: где появляется человек, не становится дикушей. Правильные слова, так и есть. Это вид тоже эндемик Дальнего Востока, вот, эндемик России, поэтому мы ответственны перед миром, можно сказать, да, за сохранение этого вида. Мне старики Эвенко рассказывали, что дикушу вообще они не трогают. Во-первых, они думают, что эта птица как запас корма. Вот, когда нечего кушать, современная молодежь об этом не знает. Но думаю, что надо пропагандировать вот, не только местное население, которое, ну и туристов, которые прибывают туда, но и надо всем объединиться, чтобы сохранить этот вид. Во-первых, я хотел показать такую книгу «Тетеревины птицы Якутии», да? Она у нас в библиотеке есть, Пушкинке, по крайней мере. Ну и по школам мы раздавали. Вот. Это научно-популярная такая книжка. Дальше специальная небольшая брошюра про азиатскую дикушу. К сожалению, это по инспекциям охраны природы было роздано. Это Министерство нашей охраны природы тогда выпускало, Департамент биологических ресурсов, в 2008 году. Здесь, конечно,
очень интересная информация про этот удивительный вид вот, дикуша, да. И ареал распространения, с чем она связана. Во-первых, это птица, которая питается исключительно в зимний период хвоей аянской ели. Естественно, она распространена, где распространена у нас аянская ель. Вот. И мы работали с инспекторами. Ну, мне очень помогли инспектора Алданского, это района Ковалев, Юрий Николаевич Кузнецов, Александр Павлович, и из Нерингри Лебедев Анатолий Захарович и другие, конечно. Здесь показаны маршруты, где мы проводили в зимний и летний период, осенний период. И описано поведение этой птицы. Тут на фотографии, может, видно, это студент мой, Прокопий, подходит к птице, загоняет, чтобы я... А это я фотографировал обычным фотоаппаратом, без всякого увлечения. Это буквально метр. Он загнал ко мне и вот фотографировал. Пытались мы в нашем зоопарке размножать, но, к сожалению, у нас это дело не пошло, потому что мы брали из питомника птиц, и у них известно, что если длительный период, они где-то в 80-х, 90-х, начале годов племенные свои птицы завезли, естественно, генетически они не были так подготовлены к размножению у нас, к сожалению. Поэтому с дикушей, конечно, технология Карасукского заповедника, это Новосибирская область, проведены работы, вот. Но в наших условиях это надо, конечно, сперва провести исследование, потом уже думать о создании питомника. Так я думаю. Дальше я бы хотел остановиться на интересных видах, на интересных явлениях. Это гибриды. Мне случалось один раз работать в Вельгельском музее, где Борис Николаевич Андреев собрал довольно хорошую коллекцию этих гибридов между обыкновенным и каменным глухарями. Раньше якуты даже выделяли как третий вид, оказывается. И интересные еще гибриды между глухарем и тетеревом, известные как межняки. Вот. И у меня тут усьмайские ребята, охотники, отправили гибрид тетерева и куропатки. Есть гибриды между тундриной и белой куропаткой, между белой куропаткой и рябчиком. Вот.
Такие гибриды, во-первых, интересны не только в том смысле, что они экземпляры для музеев, да, но для изучения возможных. Считается, что гибриды фертильны, но некоторые у нас исследователи именно по гибридам глухарей, обыкновенные каменные, считают, что, возможно, они еще дают потомство. Но, к сожалению, мы это не можем пока доказать. Вот. Надо исследовать. И кроме тетеревинных птиц, конечно, очень много других видов интересных, о которых мы в последующем расскажем. Спасибо.